Фестиваль «Рифмы на Рице» проходит уже 6-й год и охватывает весь абхазо-дагский мир. Он родился здесь, в Абхазии. Сначала сюда пришел Кануков Нургали и сложил голову на горе Мамзычха, защищая эту землю. А через годы его сестра Зарина Канукова создала фестиваль «Среди гор» на озере Рица. Фестиваль объединяет творческую молодежь. Молодые люди пишут, каждый на своем языке, на своем диалекте. Здесь есть переводчики, любители, музыканты, но главное – открытая душа к брату, к слову, к любви. Здесь есть взаимопонимание, единодушие, внутреннее единение, откровенность. И когда звучат все наречия абхазо-дагского языка, они словно складываются в один проязык, который не забыли эти места. И он парит над вершинами и отражается в водах Рицы. Шестой фестиваль «Рифмы на Рице», посвященный 80-летнему юбилею со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба, завершается на озере Рица. С нами директор фестиваля Любовь Николаевна Сосналиева. И здесь участники из 3 регионов – Кабардино-Балкарии, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесии. Звучат стихи на адыгском, абхазском, русском языках. Мы вспоминаем основоположников наших литератур, читаем их стихи. И мы слушаем друг друга, абхазских поэтов, адыгских поэтов. И мы слушаем в переводе самих себя. Мы переводим адыгских поэтов на абхазский и абхазских на адыгский. Родным языкам быть, нашим литературам развиваться. Это зависит от нас. И от всей души я желаю, чтобы следующий фестиваль состоялся, а между фестивалями продолжалась наша работа. Озеро души моей искрится после продолжительной зимы. В мое сердце прилетают птицы и едва касаются земли. Синеву в распахнутое небо в тонких клювах вновь они несут. Я для них рассыплю крошки хлеба, я для них все подготовлю тут. В поле, зацелованном дождями, в рощах, вознесенных до небес, лишь бы их охотники не ждали, с ружьями в руках наперевес. С ними моя вера возвратится, крыльями прочертят новый путь. В мое сердце прилетают птицы, только бы их снова не спугнуть. Очень символично, что данный фестиваль проходит именно в этой местности, так как если мы обернемся немножко назад, даже не немножко назад, это 33 года назад, именно по этим тропам, через эти горы, к этому озеру шли первые добровольцы на помощь Абхазии, которая горела в огне. И вот Зарина Канукова, у которой погиб брат-доброволец при освобождении города Гагры, сделал такую инициативу проводить фестиваль между молодыми поэтами, писателями Кабардино-Балкарии и Абхазии.
в 1919 году, когда Нестор Лакоба скрывался от грузинских меньшевиков, он по Агойскому перевалу попал, спустившись с Агойского перевала, попал в наш аул. И тогда в нашем ауле председателем ревкома работал мой прадед Мус Алала. Они познакомились, и все время, которое скрывался Нестор, он провел в нашем доме, в доме моего прадеда. За время препровождения они как бы сдружились и начали изучать языки друг друга. Мой прадед очень быстро уловил абхазский язык и довольно хорошо начал изъясняться на этом языке. И спустя уже долгое время, в 1990 году, когда приезжала большая делегация из Абхазии в город Туапсе на большой адыгский фестиваль, старейшина, который встречал эту делегацию, был мой прадед Мусалала, которому было на то время 100 лет. При встрече с абхазскими гостями первое, что он сделал, это произнес тост на чистом абхазском языке. Он поприветствовал их, произнес тост, и после этого они потом уже перешли как бы на русский язык. Но что меня удивило, что спустя уже столько десятилетий после встречи с Нестором Лакоба мой прадед еще 100 лет не забыл абхазский язык и смог, получается, изъясняться на нем в 1990 году. Шафасак набджаума Расул Гамзатов от Габзача. Набджаугам Васафаш Сикош. Пшаштми поштми апай. Винабджауфа губжинар псачдад. Ашли пыто губжир темакот. Я в этом фестивале «Риф Монорицци» участвую уже 3-й год. И каждый год приносит огромное количество эмоций, чувств, впечатлений. И с каждым годом мы все лучше, все как бы начинаем ощущать вот это действительно братство между нашими народами, потому что мы здесь уже как одна семья, нет уже никаких границ, все границы условны. И помимо того, что мы на этническом уровне вот, чувствуем вот это братство, здесь еще помимо этого еще и литературное братство. Здесь мы соприкасаемся с историей, историческими местами, не просто делимся друг с другом нашими мыслями касаемо прошлого и касаемо будущего. Это очень важно для всего нашего абхазо-адыгского мира, я считаю. В этом году в фестивале «Риф Монорицци» участвуют новые поэты, новые для Абхазии. Мы-то их знаем давно. Хасан Алало, он живет в Краснодарском крае, по профессии он хирург, пишет замечательные стихи и песни и сам исполняет. Что важно, он пишет на родном шапсукском языке. Это один из диалектов адыгского языка, и мы очень ценим, что с нами сегодня такой автор. Султан Сиюхов и Тимур Дербе приехали из Адыгеи. Тимур Дербе состоявшийся поэт, у него есть сборники стихов, отдельными книгами они выходят почти что каждые 3-4 года. Султан Сиюхов, его чуть меньше знают, но он тоже пишет на родном языке, и я думаю, что не одна книга выйдет из-под его пера. С нами молодой поэт из Кабардино-Балкарии Анзор Апшев. Анзор студент, он учится в Северокавказском институте искусств. Он музыкант, великолепно играет на гармонии, и он пишет стихи. И мне очень нравится, какой ритм в этих стихах. Мы читаем на своих языках, мы переводим друг друга, и в этом нам помогают наши старшие. Владимир Зантария, Сергей Гендия, Анатолий Лагула и другие переводчики трудились, и результат этого труда – 2 книги стихов адыгских авторов на абхазском языке Артура Кенчишаува и Зарины Кануковой. Презентации наших стихотворных сборников происходили на открытии фестиваля. Отправляешься в путь, полный сердца огня, на коне. Тебя ждут бесконечные дали, но ты помни, что слово быстрее коня, а адыги коней
просто так не седлали. От бесчисленных битв окрепла душа, и кинжалом своим ты владеешь умело, но ты помни, что слово острее ножа, а адык свой кинжал не достанет без дела. Вдруг по воле судьбы ты стал очень богат, о доходе твоем слагается повесть, но ты помни, что слово дороже, чем клад, а адык ценит в людях не деньги, а совесть. В наши дни забывают о том, что исконно, и людей новизна влечет снова и снова, но ты помни о древних адыгских законах, никогда не нарушь тобой данное слово. Я прочту стихотворение Артура Кенчешаува, поэта из Карачаева-Черкесии, которого мы все очень любим. Это стихотворение, мне кажется, вот пробуждает такие теплые детские воспоминания. И название у него такое же теплое «Бабушкина печь». Стремясь фрагменты прошлого сберечь, листаю ленту трепетных мгновений. И в памяти моей рисуют тени саманный дом и бабушкину печь. Аульский вечер бродит за окном, по комнате танцует запах хлеба, и, кажется, упали звезды с неба, и в печке притворяются огнем. Железной дверцей хлопает тепло, трещат дрова и шепчутся со мною, и календарь, сливаясь со стеною, расскажет мне, как много лет прошло. Ушел в былое тот саманный дом, нет бабушки уже, и печь погасла. Но этот миг, уютный и прекрасный, всплывает предо мною ярким сном. В круговороте дел, дорог и встреч, когда мне сложно с чувствами согреться, огнем надежды вспыхивает в сердце осколок детства, бабушкина печь. жыӏэт щыкӏэпшынэ, щхьэ сыкъэпщӏрэ бауэхъуей, щхьэ угъызрэ сыбгъэшынэу, си дунейри бгъэнэщхъей, зыгъэхыщӏэр уи пшынэбзэр сыт лӏэщӏыгъуэхэм я нэпс, птешэ щӏам ушыкӏэ налъэр мы псэужхэм я гукъуэпс, сыщӏоупщӏэ, сыкъилыпщӏу упщӏэ ӏэджэм я лъыхъейм, жыӏэт умыпсыщӏу, сыт уи щэху ущӏэпӏейтейр. Стих, который я посвятил прадеду Мусу Алала. Виадыгагъэр, вихабзагъэр, сэ сшыгъупшын сыфитэп, шапсыгъэмэ уафэпщӏагъэр, тэрэзэу сэ сэлъытэ. Уавятэ ицӏэри пшымаф, вятэжьы блыпэщау, ӏэлалэ лӏакъуэм уринэф, шапсыгъэмэ урашщау, ушыӏэ фоубэ бгъэхъагъэр, адыгэ хасэм ухэтыгъэ, хэгъунэ хиумэ уашышагъэ, кӏэлэегъаджэу ушытыгъэ. Тӏурэ Сыбырым уагъэхьыгъ, етӏанэ Казахстан, ушыӏэфэ къиныхуэ пхъухъу, гугъэ упыт, лӏэблан. Адыгэмэ уозэлъащӏэ, лъэужышхуэ сыгу къибгъэнагъ, уиадыгагъэр сэ сэгъащӏэ, сэ си щӏытыныр, уи щӏыщӏагъ. Уагъэщӏэгъуэн уи шыӏэныгъэр, уи псэ ткъупшыгъэ бзыум фэд, сшыгъупшыжыштэ пуэ уи лӏыгъэр, джэнэт дах Тхьэм хуейрэт. Пфэдэу сыхъунэу сэ сыфай, уиадыгагъэр щыдэу къабзэ, ей щыдэу дахэ, щыдэу бай, зэпхьэштыгъэр адыгэ хабзэр. Сшәыцны саԥылоит ашьыжь ашара, ҳашәабжь ахыҩлоит ашьха каҵәара, ҳашәабжь рхыҩлоит арха атәқәа, ирҭрысны идырхәмаруа мшын цәқәырԥақәа. Сымала сгәаҳәо ашәак сымҳәаӡац, сыцәа раҳаҭны ԥхыӡк сымбаӡац. Аимак ахылҵуазшәа сгәырӷьара сцон, сгәаҵаҿ иҿыхан, сгәаҵаҿ инҵәон. Сиқәныҳәар шԥасҭаху агарҵара заамҭоу, ламыс цқьала дбеианы, гәаӷла маамоу, ҳаԥсуара имырӡырц ашьышәк асыркуеит, ҳныҳәарҭа амҵахь ашамҭа саауеит. Сшәыцны саԥылоит ашьыжь ашара, агәыӷра рахәыцуп измамҵахо аԥҵәара, алаԥш иацәыхьчаны арахәыцгьы сҵәахлоит, ашамҭа зхәрыԥхьыӡны, ҳаицны ҳшәаҳәалоит. А уи нитӏым сытокӏуадэ дэпым хуэдэу щӏыфэр мэс, сэ уи нитӏым сыщӏэплъэхукӏэ кӏэимыӏэу согупсыс. Согупсысыр уи дахагъэм, гъатхэ гуэрыр зэрикӏам, уэрэ сэрэ зы дымыхъуу си щӏалэгъуэр зэрыкӏуам. Нокӏуэ си лъэр лъэрылъэту жэнэт бзууэ щӏэлъотыкӏ, уи нэдыгъэхэм зэгъащӏэ, щӏэмыплъэн тхузэфӏэмыкӏ.
уа сыԥсы ҭашәандаз уашәа, ашшырҭа ишәаҳәо аӡыс, анцәа иуиҭеит гәырӷьаҿҳәаша, зегьы ирылҭарц азшатәыс, иҳәала, ишеит, ижәбама, шәҿых, ԥсҭазаара ауаа роуп, иҟаӡамзаап, маӡа-аргама, исымбатәбарахо уаҩроуп. Уа сыԥсы ҭашәандаз уашәа, угәы ҟаҵагоуп есшьыжьы, сызқәа насҭо, адгьыл хьшәашәа, слымҳа иҭаҩааит уа убжьы. Стихотворение Баграта Шинкуба «Реки». Несутся реки в дальний путь, дробя в волне утесов лица, что где-нибудь, когда-нибудь с огромными морями слиться. Плывут, ревут, как зверь лесной, округу сонную тревожа, и мчатся сильною волной о кромку каменного ложа. Куда, к погибели спеша, несетесь устали, не зная, у вас безгрешная душа, доверчивая и смешная. Мы, реки, не погибнем, нет, пока крылом нам дождик машет, пока небесный синий свет от синевы зависит нашей, пока жадна и молода земля томится жаждой жгучей, пока еще нужна вода всей жизни нежной и могучей. Все напоим мы вдосталь всласть, с собой пожертвуем мы сами, лишь никогда б не пролилась в нас кровь, смешавшаяся со слезами. Дунаир даха дغرقيبس وشبش فيجخر واشم شيسخ دقواي قوشحم دبغريت زر غوغباي عدر فغويت زرز دبخايرم يخلغوان احلغاب وتجنبس وش زفاجو قوشحر وس عرغم يكو شوي يخلغو نسن فابل زغووت غخلم اشحي بسريت دقواي ماقوارم بشجو أو يغصاغر فم يجو لغاب يسدي يغزاجو غريتي أجب قواتر ماجا يغوش حيخات باشي شيجا أبرر ناس تيت لغاب يغصاغر شي يخبا أبرر ماتخا تيقوانغم أشوغو جالتر زخيشاغو أدريتوانرر مشوغو يفامفوغا أو شافوغا Нобэрей фащэм дгъуэс пшыхь-пшыналъэ, нобэрей гъащӏэм дгъуэсэрей хабзэр хэт жызыӏар емыкӏун, лӏэщӏыгъуэ бжыгъэ зыкӏуа адыгэбзэр щӏэблэщӏэм хъун хуэмыхъун, пасэрей хабзэм нобэрей бзыпхъэ, ӏулӏэлӏэу-лъэужьым дыщэӏуданэ дауэ дэ дипхъу химышын, дадэжьэкӏэхум и хъыбарыжьым дауэ демыдэӏуэн, нартыжь къэмылым дежьу сыринэ, бостей кӏэрахъуэм щӏэтшыкӏэ пшынэ дауэрэ дэ тхуэмыхъун, ди лъын тхуэкӏапсэм ирижэлъыпсыр дауэ пэмыджэжын, хьэмкӏутӏей гущэм къыхэкӏа щауэ, нанэ гъэфӏэну къэтэджа пщащэ уи гум игъэлъ йомыгъэкӏ, лъэбжьэншэ удзыр мэхъур жьу джалэ, уи щӏэблэр жыгейуэ гъэкӏ. Я не забуду никогда тот день на стыке всех столетий. Смотрела нежно кабарда, как танцевали ее дети. В толпе увидел я тебя, и сохранить покой пытаясь, с улыбкой голову клоня, я пригласил тебя на танец. Сияло радостью лицо, гармошка музыкой искрилась, как обручальное кольцо черкесский круг соединил нас. Глаза, опущенные вниз, и чуть приподнятые брови с чудесной музыкой слились, а я твой взгляд ловил с любовью. Мы расправляли крылья рук и скрыть смущение пытались. Нас обручил черкесский круг, и это был не просто танец. Кинчишаува на абхазском. Он заговорил на абхазском. Хафа. Бзанцык сыҟазаргьы исхашҭуам. Ишиуаз уи амш ду шәышықәсалам. Хабардала ԥшхаара сашьҭуам. Ишааԥшуаз, ианыкәашоз ахшара. Аџьар бнарылыскааит бахьгылаз, сгәеисрагьы рҭынчуа, еиқәырхауа, схы-сҿы аарччашәа сахьхырхәаз, акәашара хьааԥхьара бынҵауа. Схы-сҿы аалашахеит гәырӷьарала, амырзакангьы ацԥхьа хылҵуан.
аимдахь амацәаз ҟазшьала азыхәқәа раргьежь. Ҳгәы арҿыцуан. Абласаарахьшәа инкахәыцуа, алаԥыџьқәагь рылахь рҽарҭан, амузыка ссирххала дырӡуан. Сара гәыблыла, былаԥш сашьҭан. Ҳнапы мҵәыжәҩақәа еиҵаҳхуеит, ҳаԥхашьаԥхаҵара ҳзыҵәахуамызт. Ҳзыхәқәа раргьежь ҳаимдахь акәхеит. Иаргьы иаабац кәашарамызт. Къэгъэзэжь пцӀэшхъуэ цӀыкӀу, уи унапшэ зэӀухыгъ. Къэгъэзэжь бгъэгуф цӀыкӀу, уи уэрэд тыфэзэшыгъ. Унэ цӀыкӀури къутагъэ кӀэлэбзаджэм и ӀэщӀагъэр. Уи уэрэди зэблэпхъугъуэ, узщыхьакӀэм и щӀущӀагъэр. Къэгъэзэжь пцӀэшхъуэ цӀыкӀу, унэр джыри зэдэтщӀын. Къэбыбыж бгъэгуф цӀыкӀу, сабий быни къэбгъуэтын. КъэгъэкӀыж угу укӀыналъэ, непэ къэсы тэти пӀалъэ. Къэгъэзэжь пцӀэшхъуэ цӀыкӀу, чӀыр къыуэджэ бгъэгуф цӀыкӀу. Между фестивалями мы продолжаем работать, и мы переводим друг друга. И происходят встречи. В Майкопе проходит уже второй год фестиваль «Строфы на Руфабка». Там выступают абхазские авторы, абхазские актеры. В Нальчике на чтениях на Чигете к Международному дню поэзии также появляются наши гости, наши братья, сестры из Абхазии. И каждый год мы проводим жеребьевку, чей творческий вечер будет происходить в рамках следующего фестиваля «Рифмы на Рице». И это человек, поэт, он из сообщества адыгских поэтов. Сегодня мы снова поймем, кто приедет с нами в следующем году и кому мы устроим отдельную встречу. Я очень надеюсь, что данный фестиваль будет и дальше процветать, и все больше и больше будут узы молодых, талантливых писателей и поэтов связывать нас между Абхазией, Карачаево-Черкесией, Адыгеей и Абхазией. Выныривает прошлое из мрака и эхом будоражит тишину. Берет смычок спокойно Джигуако и вводит им по сердцу моему. В объятиях музыки, воинственной и юной, я понимаю, что народ мой жив. Как нити растянулись эти струны, всю летопись Черкесии прошив. Ты помнишь все: беду, тревогу, грозы, дыхание обугленных вершин. В тебя века вливали кровь и слезы, и я скорбел с тобою, Шичапшин. Ты возносила славу и победы, и низвергала трусость и порок. Считалось честью быть с тобой воспетым, бесчестье ты разила, как клинок. Врываясь в души голосом народа, как скалы был мотив твой нерушим. Ты прославляла искренне свободу, я ликовал с тобою, Шичапшин. В тебе одновременно гнев и милость. Ты музыкой воздвигла монумент. Но как же вся история вместилась в старинный музыкальный инструмент? Выныривает прошлое из мрака, врастая в мир асфальта и машин. Тебя руками греет Джигуако. О чем теперь споешь нам, Шичапшин?